Друзья, всем большой привет! Как я вам вчера и говорил, что сегодня у нас будет день живца, день заготовки живца. С утра у нас не получилось приехать, съездили в больницу, сдали пока анализы, тудым-сюдым. В общем, время уже, наверное, где-то 12 час, и мы наконец-то приехали, притопали вот на такое вот прекрасное место, где живца, ой, больше, чем в море капель, больше, чем в небе звезд. Живца здесь очень много, гальян речной здесь крупный. Также на этой речке, вот здесь проплывает речка. А здесь типа котлована, залитого водой, типа ямы. И здесь ёрш, гальян речной. Окушки бывают редко, правда. Там на реке окушки, хариус. Не крупный, правда, но бывает и крупный попадает. Редко. Река местами еще открыта. Сейчас взяли с собой все необходимое. Взяли ловушку, взяли кота. Попробуем, взяли бур на 150. В общем, все привезли, все принесли. Сейчас закинем ловушку, но прежде не взяли только удочку с собой. Надо было, проще было бы глубину мерить, но ладно. Взяли с собой зато камеру Калипсо, и теперь будем бурить, искать более рыбные места и более неглубокие такие, средней глубины, потому что на глубине малек есть, но поймать его сложнее, потому что он наверху, а кот закрывается еще снизу. Вот. Как видите, я сегодня в обновке от Максихода, весь в белом, белые гамаши камуфляжные, зимнего цвета, зимней расцветки, и белая парка. Сразу хочу рассказать о некоторых новинках этой парки, зимней парки, да и не только зимней, зеленого цвета камуфляжные сейчас тоже с такими новинками. Это вот такая молния здесь появилась. На старой парке у меня такого не было. Потом вот такие вот рукавички, что на зеленых, что на белых. В комплекте идут вот такие вот рукавички теперь. На старой парке зеленого цвета у меня их не было. Вот, что еще? И они стали сделать разных размеров. Раньше, если у них был безразмерная парка, большая, крупная, ну, народ бывает всякое, люди разные, не только плотного телосложения, бывают и немножко похудее, так сказать. И у них заказать можно разные размеры там. Какой тебе можно и детям заказать, и 44-й, там 48-й. Вот эта парка на мне 58 размера. Ну, в принципе, можно было и 60-го, если одевать на зимнюю одежду. А так на легкую курточку я одел. И, в принципе, нормально. Ничего не сковывает, все четенько. И для охоты, думаю, самое то, кто охотник на куропатку, на лося там, кто охотится. Кто-то думает, что шуршит, да, если ноги близко ставить друг к другу, да, шуршит. А если спокойно идти, думаю, не намного больше шума, чем на обычной одежде с обычным масхалатом. Зато уже крепче, уже не порвется об сучки и меньше будет пачкаться. И снег не прилипает, и одежда сухая, вообще нормально все. Вот это коротко о парке от Максихода. Кого заинтересовала данные парка и гамаши, просто заходите в ВКонтакте, набирайте Максиход, и выйдет группа Максиход. Ну и если вы укажете промокод Комирыбак, получите скидку 5% на всю продукцию. А на лодки и на вездеходы аж 5000. Так что мелочь, а приятно. Не забывайте указывать. Вот. Ну а что, приступаем сейчас. Берем бур и разведочные лунки пробурим штук 5. И будем отпускать камеру Калипсо и смотреть, где какая глубина, где сколько мальков, гальянов. Ну и, конечно же, включим запись и посмотрим вместе, что и как здесь находится. Погнали. Так. Ну вот. Пробурили 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 луночек.
И сейчас мы с вами посмотрим подводный мир этой прекрасной речки. И заодно глянем глубину. Так. Здесь видно. Ага. Вода здесь чистая, видимость должна быть хорошая. Вот, давайте сразу же включим запись. Включаю. Потому что я уже вижу здесь тонны этого малька. Вот он, гальян. Вот, смотрите его сколько здесь. Про что я вам и говорил. Сравнивал, что сколько звезд в небе, сколько всего. Вон сколько этого здесь гальяна речного. Тьма тьмущая. И как мы видим, гальян весь находится наверху. Ну вот они отпустились тоже ниже к дну, потому что я камеру вниз отпустил. А так вот основная масса вся находится возле льда. Вот она. Вот видите, да, сколько ее здесь. Вон просто он здесь кучей стоит. Если сейчас мы кинем здесь ловушку. Так, смотрим глубину. Сколько здесь сейчас померяем. Так, вот здесь глубина у нас где-то. Ух ты. Ух ты. Больше 2 метров здесь. Понятно. Пойдем дальше. Посмотрим в другой лунке. Надо найти более мелкое место. Так, что у нас здесь? Ну, здесь у нас, в принципе, то же самое. Здесь у нас, в принципе, то же самое. Как мы видим, огромное количество малька. И такая же глубина. И никого, кроме малька, нет. Здесь бывают еще ёршики, окушки. Вон, просто тьма тьмущая. Она стеной стоит. И так вот везде. И здесь гальян озерный крупный. Как раз на живца. В ловушку-то залезет как бы. Но хотелось бы ловушку оставить. Так, что у нас здесь? Ну, здесь, в принципе, то же самое. Ничего не меняется. Только глубина еще глубже. Глубина еще глубже. Как мы видим, вот на глубину малек тоже лезет. И сейчас мы на всех этих лунках будем пробовать ловить нашим котом. Так, что здесь? Где-то здесь есть мелкое место. Так, здесь вроде чуть мельче. Но малька поменьше здесь. Вот он там весь, получается, на ямке. Здесь на течении уже его нету. Но мальки подходят все равно оттуда. Так, здесь немножко помельче, не намного. Где-то здесь отмель была. Типа кочки. Может здесь? Не помню где. Вот, здесь опять мы видим малька огромное количество. И вот глубина здесь небольшая. Так что мы прямо здесь. Вот сколько малька. Меряем глубину. Так. Нет, глубина тоже больше 2 метров. Глубина тоже больше 2 метров. Вот. Смотрим 7-ю луночку. Вон тоже везде. В каждой лунке миллионы этих гальянов. Миллиарды. И никакой другой рыбы. Вот здесь, наверное, помельче. Вот сюда мы забросим ловушечку. Нет, тоже больше 2 метров. Не нашли мы это мелкое место. Ну и ладно. Потом как-нибудь придем с удочкой и проще будет искать. Так, ну что,
пока выключаем. И будем пробовать. Сейчас сделаем здесь майну. Закинем ловушку, наберем воды и будем пробовать ловить. Так, ну что, вот в принципе и все готово. Отдолбил майну под ловушку. Почистил, набрал воды в 20-ку. Привязал ловушку к шесту, закинул комбикорм. Это к тому, что все уже сделано, все готово. Так, ну и теперь, прежде чем закинуть ловушку и пойти проверять лунки, попробуем нашего кота отпустить эту крупную майну. Испытание этот кот уже прошел и вполне успешно. Малькам мы тогда наловили за один день, за пару часов запас. Главное, чтобы лунка была побольше. 150 лунки хватает, а я так думаю, сотка будет, наверное, мелковато немного. 130, если честно, не пробовал. Так, все, в принципе, готово. По идее, она должна раскрыться. Вот, малька мы здесь видим, прямо здесь уже в лунке. Сейчас посмотрим. Если не раскроется, то значит немножко пружины разогнем. Блин, не вижу, раскрылась, не раскрылась. Камеру бы надо, наверное. Нифига, здесь у нас течение, что ли, еще получается. Здесь еще у нас течение. Значит, надо куда-то ближе к берегу, где нет течения. У нас еще и унесло. Ну и ладно. Вот видим, малек здесь поднялся, а ловушка у нас кот намного ниже. И когда мы начинаем поднимать, он лапы свои захлопывает, получается, на нижнем уровне, где нет живца. Живец весь вверху подо льдом, получается, вот он, я его вижу. И мне советовали как бы две веревки. Основную цеплять за середину, а это чисто поднимать, чтобы можно было регулировать уровень. Вот я вижу, вот здесь вот он просто стоит стеной. Не знаю, кот открыт, не открыт. Это надо было камеру мне брать. Ладно, проверим сейчас, что у нас получилось. Вот. А у нас получилось, в принципе, что? Получилось нормально. Вон, как мы видим, поймали штук, наверное, 20, не меньше, может быть 30 мальков без всякой прикормки. Вот так. Так что котик наш работает. Значит, котик наш раскрылся. Но при таком количестве живца грех было бы что-то не поймать. Вот. Как мы видим, уже сколько мальков мы поймали буквально за 1 минуту. Малек крупный, хороший. Повторяюсь, кто не в курсе, это не молодь рыбы крупной, она крупнее не вырастает. Вот это уже самые крупные на этом месте. На Печоре они вообще сантиметров 5-6, наверное. Здесь они вот вырастают довольно-таки приличных размеров, почти с озерного гальяна. Но в отличие от озерного гальяна, он менее живучий. Зато, так как он чуть поменьше, этого живца может взять и язь, и хариус, и окунь, и все что угодно. Любая рыба может попасть на это же живца. Так, ну что, пробуем еще разик. Что-нибудь влетело, не влетело. О, практически столько же.
Вон, не заморачиваясь, без особых усилий, получается, мы ловим живца. Мне кажется, мы много лишних лунок набурили сегодня. Ну ничего страшного, кто знал. Вон, мы отпускаем, он там свои лапы раскрывает. И даже в маленькой лунке можно ловить точно так же. Сейчас попробуем, чисто ради эксперимента, на тех лунках тоже, чтобы видели, что не надо долбить майну, не надо с собой таскать пешню, лопату. Достаточно одного ледобура на 150 или на 130. Сотка, я думаю, будет маловато отверстия. И вон, в принципе, уже запас живцов есть. Но ловушку мы все равно закинем. Наверное. О, я даже чувствую, что что мальки бьют об веревку, что ли. Или что это, не пойму. Или течение это бьет. Не пойму. Ну-ка попробуем. О. В принципе, так можно черпать. Можно и, в принципе, ловушки не кидать, чтобы сюда не приезжать больше. Но, думаю, хуже не будет. Прогуляемся. Заодно, может быть, как-нибудь найдем денек, теплый денек. И половим ершей. Здесь местами довольно неплохо клевал ерш в прошлые года. Половим ершей. И тогда уже снимем ловушку. Ладно, закинем, уже все приготовили, не будем придумывать ничего. Пусть половит. Придем сюда как-нибудь еще половим ершей и снимем. И этого запаса живцов нам будет достаточно. Вот такое вот хорошее, прекрасное место. Недалеко, в принципе, от поселка, километра 15 езды. И где-то около километра ходьбы. И на Печоре вот такого живца вы видели. Сутки простояла ловушка. 4 вот маленьких живца было. Все, поднимаю еще один раз. И пойдем проверим лунки. Сюда закинем ловушку. Все, пусто. С каждым разом мальки умнеют. И становится меньше. Они потом начинают отходить. Ну, сейчас на лунку перейдем, и будет нормально. Все, закидываем ловушку. Ловушечка, лови. Ловушечка, лови. Так, по течению станет. Лишь бы палки сейчас хватило. О, нормально. Все, теперь она будет делать свое дело. Ну а мы пойдем проверим лунки. Что, просто так, что ли, их мы сверлили? Черпачок бы не мешал, конечно, здесь. Вот так вот. Раз. Отпускаем. Так, надо было на кончик привязать. Сейчас сходим за камерой и посмотрим, что там творится на дне речном. Так, ну вот. Кот у нас там, камера включенная. И давайте, чтобы смотреть вместе, включаем запись. Включаем. Так. Что мы видим? Ага, а мы видим, что малек-то куда-то ушел. Что малька здесь нет. Вот наш кот. Так.
Вот они там дальше получается. А кот у нас получается что, не раскрылся что ли до конца? Вот по этой причине он еще у нас и мало ловил там получается. Да, кот не до конца раскрыт. Пружины сейчас мы выправим немножко. А мальки, смотри, какие продуманные. Вон, вдалеке их куча, а возле кота их нет. Вон, сколько их там вдалеке. А от кота они начали шугаться. Говорят, еще у рыбы мозгов нету. Есть, еще как есть, блин. Вон, видим, кот лежит боком и не раскрылся. Выключаем. Вот, мальки начали подходить, а кот у нас закрытый. Так, выключаем и здесь. Блин, был бы кот сейчас раскрытый, мы бы поймали. Вот так вот. Там вот не проверили. Получается, на приоткрытом... С приоткрытым котом мы и то ловили, получается. Так, сейчас надо это дело поправить. Это дело поправить. Немножко, я думаю, все равно попадется. Нет, ничего не попалось. Вот, сейчас проверяем. Вот так он, получается, не до конца раскрывался. А он должен раскрываться полностью. Просто вот так. Это получается, мы там на закрытом коте вот так еще поймали. Вот так он должен раскрыться полностью. Пружины уже застоялись просто. Ага. Вот так вот. Ух ты. Снег нам не нужен. Так. Так, ну что, попробуем еще разик. Пружины немножко расправили. Вот так. Вот так, вот так, вот так, вот так. Раз. И пружины должны раскрыться. Что, проверим еще разик. Все ли получилось у нас? Ага. Включаем запись. И смотрим, что у нас получилось на этот раз. А на этот раз не пойму. В общем, надо опять не пойми, как открылось это все дело. Вот он, малек. И весь за котом получается. Кот опять не пойми, как раскрылся. Вот, пружина опять не до конца. Вот тут вот, да, нужна вторая веревка. Просто по дну вот побить немного, тук-тук-тук, и он все лапы раскроет нормально. А так за эти веревки я просто стягиваю, закрываю.
их зонтиком получается. Малька нет. Внутри, по крайней мере. Так что рано радовали, что его много. Малек поумнел и больше не хочет залезать. Надо попробовать другие лунки. Может, там еще есть мальки, которые пока не боятся. Это, как мы видим, 2 раза малек не боялся, даже 3. Ну, в принципе, мы поймали. Нечего жаловаться. Остальное за нас делает ловушка. Ладно, не будет тратить время наше и ваше. Пойдем искать непуганных мальков. Здесь мы их, как видим, всех уже расшугали. Все, выключаем запись. Так, друзья, давайте же посмотрим правильную работу кота. Все-таки нам получилось раскрыть все лапы. И давайте же включим камеру. Включаем. Вот, как мы видим, теперь малька ничего не пугает. Вот, лапы все раскрыты. И я так думаю, если бы мы с самого начала вот так вот раскрыли все лапы, то бы с одного раза можно было бы вытащить, наверное, огромную кучу малька. Но теперь мы всех голянчиков благополучно расшугали, и теперь надо, чтобы они немного привыкли. Закинул пяток гранул отрубей комбикорма. Я так думаю, запах идет, и они, как мы видим, аккуратно вот начинают приближаться к нашему коту. И теперь вот теперь точно уже спешить не надо. Теперь надо спокойно подождать, пока эта вся куча, вся эта шобла-вобла мальков. Как мы видим, они подошли, нюхают гранулы вот эти. И сейчас мы подождем, когда залезет штук 50-100 хотя бы, и тогда захлопнем нашего кота. Вот то, что мы сейчас поймали, это с закрытым котом. Это, не знаю, работала только 1/10, может 1/30 часть, и то поймали. А кто знает, может и раскрывался тогда он полностью. Но сейчас в камеру мы четко видели, что все лапы кота поначалу не закрывались. Вот. Как мы видим, малек подходит. Вот они. Гальян речной подходит. Но смотри, сильно они не собираются в одном месте. Он проходом проходит. И как бы в одной куче не тусуются. Как бы даже комбикорм мало интересует его. Вот. Залезть, конечно, залезла. Так, ну сейчас есть риск, что он, если он проходной, как залезет, так и вылезет. Так что, как мы видим, немного его здесь собралось. И будем, наверное, поднимать. Так, выключаем камеру. Чтобы не мешалось, поднимем. Как мы видим, малек там есть. Немного, но все равно мы поймаем. Должны поймать, по крайней мере. Опа. Если он не убежит за это время. Так что кот — это хорошо.
Но все это дело делать лучше с камерой. Так, ну что, поднимаем. Захлопнули кота. Ну, по идее, сейчас его должно быть больше. Нет, нет и нет. Совсем нет. Вот и нате. Как так-то? Вот сюда надо веревку и за это держать. А вот это вот так. И за эту веревку вот так бы потрясли немножко. И лапки бы все раскрылись. А так, хрен его знает почему. Просто привыкла в сложенном положении долго находиться уже. И вот так вот пружины надо немного поразмять, чтобы они лучше открывались. О. Так, ну ладно. Здесь точно делать нечего. Здесь мы уже всех их конкретно расшугали. Пойдем новенькую лунку попробуем. Ну это даже как и обычным сачком тоже так. Кидаешь. Первый раз нормально поймаешь, второй раз меньше, третий раз еще меньше. И потом он просто-напросто все. Чувствую, что он раскрылся. Сейчас подождем, глянем камеру и попробуем еще здесь что поймать. Так, ну а теперь давайте посмотрим, как работает наша ловушка. Включаем. Вот, отпустил камеру к ловушке. И вот, как мы видим, малек потихонечку идет на запах отрубея комбикорма. И вот пытается войти. Там внутри вот комбикорм. Так. Вот он туда потихоньку будет входить. Так. Вот. Сейчас чуть-чуть выше поднимем. Вот. И там идет вот узенькое горлышко. По этому узенькому горлышку он должен пролезть. И очутиться, или как там правильно по-русски, в ловушке. Попадет в ловушку, короче. Не знаю. Ловушка прозрачная, но пока что-то боятся лезть. Внутри мы пока никого не видим. Так что поднимать пока мы ее не будем. Но в округе около вон малька дофига и больше. И они прямо возле, даже в самой горловине, вот они стоят. Вот, в очереди стоят и пытаются пролезть. Но пока смущаются. Но голод не тетка. Отруби сейчас в воде растворятся. Запах пойдет. Я так думаю, ночью в темноте их забьется достаточное количество. Вот. Не. О, внутри уже есть, вижу, вот раз. Это внутри. 2 гальян. Пару гальянчиков внутри ловушки уже есть. Вот эти они в бутылке уже. Кушают. Ну, так же, как и крысоловка, в принципе. Стоит попасть одной крысе, и все валом попрут туда. Потому что скажут, охренеть, они кушают там. А много отрубей не сыплю, потому что когда снимаешь ловушку, высыпаешь в ведро, когда много отрубей, вода киснет и мальки погибают. Когда их много. Но будем надеяться, что их будет много. Ладно, все, не будем тратить время. На сегодня у нас мальков хватит. Выключаем камеру. Поднимаем нашего кота. Сейчас посмотрим.
И поедем домой. Не домой, а перекусим что-нибудь, попьем чайковского. И уже по темноте, наверное, сегодня с фонариком сделаем нашу проверку. Если что, может быть, пару палочек еще добавим. Так, камера там нам больше не нужна. Хватит на сегодня. Так что нужная вещь — это камера Calypso. Просто выручает обалденно. Заглянул, посмотрел, убедился. Есть рыба, нет, пошел дальше. Правда, хариус как-то умудряется прятаться от нее. Бывало так, что хариуса не видишь, кидаешь удочку, он ловится. Так, ну все. Давайте посмотрим нам, что влетело. Что поймал наш кот. И поедем домой. Ну, неплохо, скажу я. Неплохо. В принципе, если взять удочку, тут можно просто натягать этого малька кучу. Он, как мы видим, еще немножко влетело. Малек немножко подошел. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, пока собираемся, пусть еще немножко половит. О, дошел до дна. И когда вот лапы раскрываются, оно тянет как бы веревку вниз. Все, теперь чувствовать надо, в общем, чувствовать. Вот такое количество малька. Около больше 100 штук тут точно. Так что нам на сегодня хватит и на завтра. А потом приедем как-нибудь, будет погода нормально. О, волк ходил или лиса, следы. И половим, возможно, где-то ершей найдем. Ершей бывало и здесь ловили вдоль берега, и там ловили. Если прийти с рассветом, раньше встать, можно и хорюсков поймать. Но хорюс здесь мелкий, и не нравится мне его здесь ловить. Вот. Ну, на сегодня все. Сейчас обедаем, идем проверять наши палки на Печоре. Так, время у нас половина третьего. И как мы видим, на улице уже практически темно. Еще буквально минут 15 и будет и стемнеет. Вот. Сегодня у нас, друзья, 19 декабря уже. Первым делом хочу поздравить мою племянницу Шахтерову Алину с днем рождения. Аленочка, привет! С днем рождения тебя! Счастья, здоровья! И будь счастлива! И сейчас в наших планах проверить эти 10 палок, то, что у нас стоят. И так как у нас есть живцы, гальяны, мальки небольшие, мы, наверное, ко всем палкам добавим по маленькому одному крючочку еще. И насадим, наживим малька. В надежде, что возьмет его там язь, хариус, окунь. Вот. Это у нас в планах. А завтра. Ладно, не будем загадывать, что будем завтра. А что будет сегодня, мы сейчас это увидим. Поехали. Не знаю, как будет видимость. Вроде настроил, чтобы было видно. Будем проверять под фонариком. Приготовлена первая лунка. Смотрим. Смотрим, надеемся, верим и ждем. Ни хрена тут нету. Так. Раз живец. Два живец. Два живчика, два озерных гальяна. Этот, походу, кулома.
Ну ладно, пусть пока поболтается. Сейчас что мы делаем? Сейчас вот у нас приготовлены мелкие крючки. Цепляем сюда третий крючок и наживляем на малька. И будем ждать язя, хариуса или что-нибудь похожее. Погнали. Вот нацепили третий крючок и наживляем также речного голяна за плавник. Это отличная наживка. Если рыба есть, если она хочет есть, мимо точно не пройдет. Так, следом идет озерный гальян. Пока живой. Ну а вот этого, я не знаю, кулама вроде бы как или нет. Не пойму. Жабры красные, значит живой. Значит перетворяется. Ладно, пусть пока поболтается. Крупных живцов у нас пока мало. А крючок крупный. Если что, есть куда зацепиться. И как-то вот так вот в этом порядке будем на всех остальных палках. Так, сегодня походу пустая проверка. Осталось 2 палки, а у нас пока нулевой результат. Или здесь, или нигде. Здесь точно нет. Так, ну что, у нас осталась последняя палка. И как мы видим, ведро у нас пустое. 5 дохлых гальянчиков поменял. Да. Ну, будем надеяться, что на последней палке хоть что-нибудь да будет. Иначе как так? Вообще без улова. Такой же не бывает. Или бывает? Ну-ка, ну-ка. Будет, нет. Походу нет. Здесь тоже пусто. И здесь пусто. Так что как-то вот так. Бывают и такие проверки пустые. Даже на мелких мальков никто ловиться не хочет. Ну, как-то вот так. Ладно. Не опускаем руки. Завтра у нас среда. Завтра мы сгоняем в деревню. Есть дела. Мясо прикупим. Тудым-сюдым. Не знаю. Возможно, сделаем выходной по реке, если поздно приедем. Если чуть раньше будем успевать, сделаем еще проверку. А на сегодня пока все. Как-то вот так. Один плюс за сегодняшний день — это то, что мы наловили живцов. Вот немножко уже в тюрьму туда закинул. И это тоже закину в тюрьму. Запас у нас на 3-4 проверки есть. И это радует. До следующей проверки. До продуктивной проверки. Если она будет пустая, показывать не будем. Как-то вот так. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. До свидания.